Музыкальный союз сразу трех государств: виолончелист из Германии, альтист из Франции, музыканты Государственного симфонического оркестра Кыргызстана дали концерт на сцене филармонии. Концерт был посвящен 60-летию Елисейского договора о дружбе и сотрудничестве между Францией и Германией, подписанного президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Мы очень рады сегодня вечером вас приветствовать на франко-немецком концерте. Подписывая договор 60 лет назад, президенты Франции и Германии договорились не только об экономическом и политическом сотрудничестве, но и о культурном взаимодействии, потому такие франко-немецкие концерты стали привычным делом. Такие концерты проходят каждый год, не только в Германии и Франции, но в третьих странах, например, в Кыргызстане. Мы пригласили двух исполнителей, одного французского исполнителя, второго немецкого. Несколько лет назад Германия, Франция и Кыргызстан договорились о создании здесь франко-германского института культуры. Помимо других задач, которые стоят перед институтом, это и организация таких вот мероприятий. Концерт организован Гёте-институтом и французским альянсом при поддержке посольства Германии и Франции в Кыргызстане. Приглашенные музыканты очень известны в Европе. Они победители и лауреаты международных конкурсов. Это виолончелист Флориан Шмидт-Барта, Германия, и альтист Матис Рошат из Франции. Представитель Германии – это молодой музыкант Флориан Шмидт-Барта. Он очень известен в Германии, успешно гастролирует за рубежом. Представитель Франции тоже достаточно молод. Он специализируется на том, что экспериментирует с самыми разными музыкантами. Он создает дуэты и играет классическую музыку. В программу концерта вошли произведения известных немецких и французских композиторов, а также современные произведения, написанные кыргызстанкой Наргизой Курмановой. Екатерина Такамбаева, Мухтар Улу Умурбек, ТВ-15.